Отметим, что налоговая служба с 15 января 2019 года исполняет функцию по администрированию страховых взносов, возложенных на нее вместо социального фонда. Администрирование страховых взносов налоговой службы создала благоприятные условия для ведения бизнеса. В частности, налогоплательщикам стало удобно сдавать два отчета в одном государственном органе, как по налогам, так и по страховым взносам. И там же получит патент и страховой полис, что значительно сократило время, затрачиваемое на эту процедуру. Также сократились финансовые затраты на уплату страховых взносов и выставление отчетности. Стоит отметить, что после получения новой функции охват страховых полисов к выданным патентам вырос в 1,5 раза. За объединение в одном отчете двух платежей, таких разных, как подоходный налог и страховые взносы, было только мечтой. Сегодня эта мечта осуществилась. Насколько хорошо покажет практика, но сам факт, что мы постепенно переходим к тому, что мы фактически совершаем шаги по объединению этих двух платежей, это очень отрадно в целом. И надо сказать, что в целом, вообще-то, налоговая служба наиболее быстрыми шагами по сравнению с другими сферами деятельности человека, она идет к цифровизации налоговых процедур. Это и введение виртуальных ККМ, это фискализация налоговых процедур всех, в том числе по отслеживанию перемещения товаров через границу, в частности СИАЭС. Это и маркировка товаров. То есть в этом плане мы развиваемся, считаю, неплохо, хотя фискализация, надо сказать, что процесс вечный. Да, было очень интересно, полезно. Шла сюда, думая, что просто посижу. На самом деле получила много знаний, даже не знаний, а обновлений. Ответила на свои некоторые вопросы. В принципе, организация была достойная, ответы были четкие, понятные. Мероприятие сегодняшнее очень понравилось. Спасибо нашим государственным органам. Было довольно информативно. Ответы мы получили не на все вопросы, потому что это все находится еще в тестовом режиме. Сейчас будем пробовать, тестировать, а там уже будет видно, и планируется еще одна встреча. Государственная налоговая служба сегодня провела круглый стол с участием бизнес-сообщества, с участием предпринимателей крупного бизнеса, которые уплачивают основную часть всех налогов и социальных платежей по вопросам цифровизации, автоматизации, оптимизации администрирования страховых взносов, потому что перед налоговой службой поставлена огромная задача по администрированию страховых взносов. Это немаловажный блок для всей нашей страны, учитывая то, что на сегодняшний день уже предусматривается внесение изменений по администрированию в виде объединенного отчета, подоходный налог, страховые взносы и данные по трудовым отношениям. Данный вопрос требовал необходимости обсуждения с бизнес-сообществом. Необходимо было выслушать их предложения, их замечания. Данный вопрос мы озвучивали и дали возможность бизнес-сообществу протестировать данный отчет в формате онлайн, и с учетом этого накопилось очень много предложений, вопросов, которые необходимо было обсудить с бизнес-сообществом, довести до них, что такая работа ведется в Государственной налоговой службе, и они готовы выслушать бизнес-сообщество. И в действительности сегодняшний день был очень продуктивный, учитывая то, что присутствие такого большого количества налогоплательщиков, их очень живой интерес, уже возможность обсуждения протестированного отчета, где-то какие-то предложения по доработке, где-то, может быть, в дизайне, может быть, возможности в электронном формате сдачи, оптимизации для самих бухгалтеров, сдать отчетность удобно, практично, своевременно. Кроме того, были подняты такие хорошие вопросы, но которые они требуют необходимого внесения изменений в МПА, что также будет со стороны Государственной налоговой службы в рамках имеющийся рабочий круг по внесению в налоговый кодекс, в другие законодательные акты будет проводиться эта работа, потому что бизнес
идет в ногу со временем, и чтобы мы не отставали от них, а наоборот таки шло с ними взаимопонимание, поддержка. И главная наша задача перед государством стоит пополнение бюджета в полном объеме, исполнение прогнозных показателей как и республиканского бюджета, так и прогнозных показателей социального фонда. Поэтому мы готовы сотрудничать и продолжаем эту вести работу в рамках уже принятых НПА.